Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин. И сегодня я хотел поздравить всех гражданских активистов республики с их профессиональным днем. И у нас в гостях сегодня Олег Борисович Попов, председатель регионального отделения Национального центра помощи детям. Но более подробно расскажите. Наш офис находится в Москве, исполнительный директор Екатерина Михайловна Мизулина. Мы являемся республиканским отделением Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям на территории Республики Саха. Я приехал, чтобы поздравить наших волонтеров в Якутске с этим днем, потому что волонтеры – это неотъемлемая часть такая, это гражданская активность, она и проявляется именно волонтерской, скорее всего, деятельностью. Это люди, которые по зову сердца, по велению сердца жертвуют своим временем ради того, чтобы на благо республики, скажем, и нам же самим так в этой республике жить. То есть мы делаем это практически для себя. И вот ваш национальный центр помощи, это все-таки направление очень достаточно серьезное, это дети, да? Сайт, да, «Найти ребенка» Российской Федерации. Вот немножко об этом сайте и как вы взаимосвязаны в нашей республике. Сайт собрания всех региональных отделений, которые на сегодняшний день насчитывается 46. На этом сайте вы можете ознакомиться с основными направлениями национального центра. Это осуществление мониторинга прям полного и взаимодействия структур, силовых структур, волонтерских, гражданских сообществ, независимых всяких людей, которые готовы оказывать помощь и содействие в поиске и помощи пропавшим и пострадавшим детям. Вот у нас был здесь, помните, потоп недавно, так, в принципе, пару-тройку лет, а кого же там? Половодье, да? Половодье, когда было. Более 400 детей мы с национального центра мы приехали, одели их, обули полностью, то есть было заказано индивидуально, на каждого ребенка пошито, одето. Где находится вот региональное отделение? Почему не в Якутске, почему оно находится в Нерюнгри? Ну, это такая история, она уходит корнями в 2013 год, когда образовался у нас в Нерюнгри поисковый отряд, которых на то время не было еще в Якутии. У меня были друзья, которые со мной собирались, мы помогали, находили детей очень успешно. Я прям был рад, наполнен. До 2015 года для меня прям это было все по лайту. А в 2015 году, когда мы столкнулись со смертью ребенка, когда мы искали очень долго, 4 дня, там очень много народу было. И это было вот действительно, я понял, насколько серьезно это важная работа. Это не настолько, что, знаешь, по интересам захотелось, пробежал. Это действительно очень... Это страшно, когда находишь мертвого ребенка. Он такой значимый след оставил. Многие ребята сказали, что я, говорит, я просто не смогу больше такого пережить. А кто-то остался. В 2018 году, с национального центра Дмитрий Бекеров, это вот мой первый куратор, который обратился, говорит, вот у вас отряд, не хотите ли с нами взаимодействовать, будем вам помогать, в принципе, ничего не требуем. То есть я съездил в учения на Хабаровск, которые были для представителей для волонтеров, это было тогда с Читы приезжали, с Иркутска, много народу. Я первый раз увидел столько людей, которые занимаются поисками людей. Это для меня это было открытие, честно, потому что я даже немного как-то стеснялся, наверное, что что ты чужих детей-то ищешь, что ты своими занимайся. А как я скажу, что я за своего ребенка и переживаю, в принципе, что если что-то случится, чтобы у меня был отряд, который поможет моему же ребенку, твоему, неважно. То есть в таком случае чужих детей действительно не бывает. И вот в 2018 году я уже познакомился с наццентром, и в 2020 году, как раз вот в этом году у нас бы исполнилось 5 лет. 20 марта я уже зарегистрировался как некоммерческая организация с юридическое лицо. И до сих пор мы работаем. Так как я живу сам в Нерюнгри, соответственно, и там же и зарегистрировал эту организацию. Тут, я думаю, не важно, где находится штаб-квартира, важно, что люди, главное, чтобы были. И в Якутске нашлись ребята, которые пошли мне навстречу, тоже так же съездили на учения, посмотрели, обучились. И вот в 2022 году мы с Романом, Роман Соломонов, который является руководителем местного отряда поискового, он собрал команду хорошую, таких людей, энтузиастов, волонтеров. Прям молодцы. Я им хочу выразить огромную благодарность за то, что они, несмотря на свой маленький опыт такой, да, они уже
прям активно работают и грамотно. Они используют наши методы поиска, в которые мы обучаемся, потому что у нас специальная программа, которая разработана была, как ни удивительно, Российским университетом спецназа, который находится в Гутромесе. Там же мы проходили учения. То есть нас обучают и картографии, как правильно ходить, как правильно одеваться, то есть от азов и до того, как прям, когда найдешь ребенка, как дальше сопровождать его. Потому что это не так просто, что нашел, вот все, нашел и пошел дальше. Это же надо его эвакуировать, доставить домой. То есть и все это сделать правильно, с учетом психологических особенностей, которые мы тоже изучаем. То есть мы не просто учимся, допустим, оказывать первую помощь, но и изучаем психологию тоже. Это вот национальный центр вот в это вкладывается, чтобы мы проходили обучение. Обучение бесплатно проходит, все проезд, проживание нас привозят на место, обучают. Инструктора у нас просто самые лучшие. Но мне важно, чтобы человек, который прошел обучение, приехал и передал свой опыт. Нету возможности нам возить по 50 человек, да, вот, допустим, команду, а передать опыт надо. Вот и поэтому, когда люди приезжают, мне очень важно, что они действительно полностью эти знания усвоили. Самая главная наша задача при выходе на поезд – это не увеличить количество пострадавших. То есть, чтобы ни один волонтер еще не пострадал. То есть это надо, чтобы он не заблудился, не потерялся, и связь, коммуникация, вот это все отлаживается. Только так мы можем оказать действительно помощь, если мы будем слаженная команда, которая знает, что делает. И вот я рад, что у нас сейчас команда, в принципе, она на очень хорошем уровне, что подтверждается на всероссийских учениях, что мы участвуем везде и в лицом в грязь как бы не падаем. А на сегодняшний день сколько в вашем региональном отделении групп и какую территорию они охватывают? Общая группа – это 48 активных волонтеров, которые принимают участие в организации именно и поисковых работ, и профилактики, организации мероприятий всяких разных. Основной у нас сейчас охват это идет Нерюнгринский район и Якутск, потому что здесь 2 отряда созданы. В Алдане. В Алдане не пошло, там молодые ребята были, они немножко не смогли организоваться. Тем не менее, как бы они задел сделали, нас уже знают, и полиция с Алдана тоже к нам обращается. То есть база есть и в Алдане, да. и в Алекнинске? В Алекнинске, да, там человек, который тоже занялся, тоже съездил на учение. Сейчас на СВО началось, он поехал на СВО, как бы, и немножечко тоже там. Сейчас, я думаю, вернется, и мы будем продолжать наше дело. Сколько лет вашему? 5 лет, да, 5 лет юбилей. И вот хотя бы за последние 3 года какова статистика? На сегодняшний день у нас по статистике, по Нерюнгринскому району 39 детей было у нас за этот период. Якутский отряд работает с 22 года, у них 24 ребенка. И, к сожалению, один погибший был. Это, в принципе, это, наверное, один из первых поисков, который здесь был. Он начался с девочки-подростка, которая закончила суицид там был. Тем не менее, ребята сгруппировались, сплотились и продолжают до сих пор работать. Это не только детей, у них там больше, наверное, уже около человек 40-30, наверное, уже и взрослых они нашли. И тоже, к сожалению, не все живые. И сейчас продолжается поиск тоже у нас Алексеева Николая. Уже взрослые люди? Это взрослые люди. Первый поиск взрослого у нас изначально мы себя тоже позиционировали как и только детей искать, а что мы взрослых-то будем искать. Когда ко мне обратился ребенок и попросил, найдите мою маму, я не смог отказать. Нашли? Да, мы нашли. Мама попала в больницу к сыну там, и что там, то ли дорогу переходила, подскользнула, то ли как-то что-то. Мы вот ее 2 дня искали, нашли, она была в больнице. Блин, я такой думаю, как здорово все-таки. Пострадавшим детям вы помогаете? Да, мы оказываем помощь детям. Я вижу, что ребенку нужна помощь психологическая или какая-то физическая. Мы не пройдем мимо. То есть можем оказать, если ребенок находится в тяжелой жизненной ситуации в семье, да, тоже мы приходим, помогаем, разбираемся, что там. То есть мы работаем с органами соцопеки, ПДН, КДН, реабилитационный центр Тускул, который занимается именно... Это в Нерюнгри? Это в Нерюнгри, да. Я думаю, у нас сейчас в Якутии складывается хороший фундамент, костяк. Поиск – это как бы практическая часть. Да. Это то, чего мы хотим избежать. Основная цель у нас – безопасность. С 1 класса, благодаря нашим учебникам, учебным пособиям, которые изготовлены Национальным центром, там все прописано, опасности, которые нас подстерегают и которые мы можем, сказать, избежать. Потому что избежать ее проще, чем с ней справляться. Если мы знаем, что есть безопасный маршрут, который со школы должен быть проложен, с родителей проходит с ребенком его,
это должны быть людные места, которые с камеры, чтобы люди проходили, и никаких пустырей, никаких собак. То есть безопасно. Пусть он будет чуть подлиннее, но он будет безопаснее. Вот эти моменты, когда уже дети... А как родители, действительно они к этому относятся? Многие очень, да, прям... Несмотря на то, что даже школа рядом, они прям берут за руку. Первое время ходят, всегда показывают. И как бы это очень хорошо, потому что дети уже ориентируются, как домой вернуться в случае необходимости, если телефон сел или что-то еще. Это вот элементарная безопасность, да, для ребенка. Сегодня другое поколение, поколение гаджетов. И дети, они вот эти опасности, они немножечко для них, они становятся как в игре, знаете, вот. Когда мы начинаем уже на практике, скажем так, давай вот сейчас так сделаем, он понимает, что это не так просто. Даже не так просто закричать, отойдите от меня, я не знаю этого человека. Он начинает смущаться, хихикать. А когда серьезно заходит уже, они теряются, потому что, сами знаете, это как в экстренной ситуации мы спускаемся до тех навыков, которые у нас есть, а не которые мы думали. И мы учим детей вот даже вот в этих мелочах, допустим, активизироваться. После уроков профилактики, допустим, когда мы проводим такие встречи офлайн, стараемся, то есть походы, экскурсии, для того, чтобы детей как-то немножечко, не то что из гаджета вытащить, показать, что есть мир другой и немного общения. Допустим, вот у нас проект «Безопасные навыки», в котором занимаются дети, они гаджеты не убирают, когда приходят, потому что мы ими пользуемся. Они у меня умеют пользоваться, вызвать скорую помощь правильно. Вроде как бы казалось чего такого, да? А они все умеют, даже взрослые. В принципе, они не знают, даже многие дети, что можно так жить, а не так, как вот у них раньше там где-то покурить, сбегать или повейпить, а что можно интересно действительно провести время, сходить на концерт, в кино или куда-то в поход. И у нас вся деятельность наша прозрачна, можно ознакомиться на наших в Телеграм-канале, ВКонтакте, в Одноклассниках. То есть можно посмотреть, чем мы занимаемся. Это не только поиски, но и уроки профилактики. Знаете, основное правило – потерялся, оставайся на месте, а если не потерялся, то не теряйся. Оповести родных, близких, что я не потерялся, я здесь, все хорошо. И, в принципе, это нормально. Это два правила такие, которые они, в принципе, уже решают половину проблемы. Сегодня у нас в гостях был Олег Попов из Нерінгрі, Центр помощи по поиску детей и пострадавшим детям. С вами был Олег Желнин. До скорой встречи. СМИ телепрограмма «Точка взаимодействия» теперь имеет возможность создания имиджевых телепрограмм с дальнейшим размещением на телеканалах и в социальных сетях. Подробности на сайте Округ ТВ. Интернет-ресурс Округ ТВ. Медиацентр «История» и мы приглашает в мир видеопроизводства, многокамерную съемку, услуги видеооператоров, а также создание видеосюжетов и телепередач. Ждем вас по адресу город Якутск, улица Уткина, 5.